В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 13 мая. Личный контроль. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечивает пострадавших всем необходимым. Рамзан Кадыров проверил, как восстанавливают сгоревший многоэтажный дом. Не сбавляет темпы. И неважно, какая на улице погода. Как показывает время, новые открытия происходят регулярно. Глава проинспектировал ключевые стройки Грозного. «35 лет в прямом эфире». Один из первых наших филиалов, который не просто появлялся, где работают одни из наиболее героических наших сотрудников. Это Чеченская Республика. Информационная программа «Вести» отмечает юбилей. Рамзан Кадыров проверил, как восстанавливают сгоревший многоэтажный дом в Грозном. Несмотря на масштаб возгорания, обошлось без жертв. Огонь охватил почти 3000 квадратных метров. Спасатели оперативно эвакуировали из горящего здания 340 человек. О том, как идут восстановительные работы, в репортаже Ахмеда Рамазанова. В микрорайоне Грозного, где накануне произошло возгорание, активно ведутся восстановительные работы. Задействованы все структурные подразделения. Глава Чеченской Республики лично проинспектировал место происшествия, чтобы оценить масштаб разрушений и ход реконструкции жилого многоквартирного дома. Temçe su lesnes yavul itti akdam arda khaz usha arda khar usha dege takige dolder tsan ugar khilsa haj bolnitse diger naftaroiden ishbeg upi suatmina aksobusne amal rashavege havena служб шаге бол бешю в данный момент вчера хацаняш полный хацаняшюс так полный ремонт чай доллар фасад рицан хавле чухазаду штахот ворду так нахан чух мебель уша خلت алир ва хондер ах чуиделитна استعبول табюч мондалмула Чулах чулах цатер бог работа так чуаяк чена юца як хашсая это полный хацацан чур ишт хацан это на ишт бол би буксуда ближайший хан чуа чак до корду чурнах сегодня чуа 71 квартирер 194 житель вор так 71 семья цацбеша юрта бо меткуэл дас бонашбу 42 шайна чуба метки езал чарна вай фондир квартир шушайг يا أما هما وعي لنا قابة تاهر قولنا هردال للصيش تشوشو بغتن بوكوش تتعاول تقوات تعالزينا وات ديرو انخي تمستاك بغرافيكو بوغ غابو وتربو ويفون دير سيلنا اخشوان ويدي ليتنا تتعا بوغ دابي بوكوي خوشوقا اشخول اشتبو ويشي تاتيسنم دايا حبو ويتسهو لياغا زيسنا تشوشو اشتبو ويشتبو وبو تتعا проблема шумна Хотя бошча мостуной. Прямо долшту целан вайфон дер види литтина полный массу Ахча выделитина, это нахан чуаха мебель шамель юшулма шишта дугай. Шавеге дел ресул албошор бала бодош санаридиона пульшумдат нахан шейн гуштугай. Цамма хиллан теру сраз масом анистин дахват тойцунде масом дел ресул албошор. Да, бола бизнес мела чекно. Качественно беж. На месте работает более 40 рабочих и 5 единиц спецтехники. Ведется процесс очищения здания от сгоревших вещей, которые остались внутри в момент пожара. Ведутся уже внутриотделочные работы. Одновременно проводятся работы по устройству новых внутренней инженерной системы, а также начаты фасадные работы. Установленные сроки работы будут завершены. Не остались в стороне и сами жильцы данного дома. Многие участвуют в ходе работ, чтобы помочь в процессе ремонта. Нахцахилака ищазер алдел шол нахбаня. Кодина дисан белла цават. Вагин иш тяжелый цават угаршим хила массана жим легкий. И массана година там пачана дерез хил проблем тон решительно. Чо аметигина хамел дози метхватоду алда мелюдели таган. Вай
нахдика хоси орца боли чурьяк мялюгум ара хоси за какие-то минуты тхатхуя кардидалу до чумдар. Тахан сайк далуштек да ария сосою сосай чуа инвалид гантул 18-го билеча снова я лишусу ишадолу ададистан сажима сюхана освайда цертия иштария луксу. На время восстановления потерявшие кров временно расселены в квартиры со всеми необходимыми условиями, которые выданы исходя из количества людей, входящих в состав семьи. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова обеспечивает пострадавших всем необходимым, начиная от продуктов питания, заканчивая бытовыми вещами. С момента происшествия на регулярной основе от фонда приносят продукты питания и вещи первой необходимости. Все это делается, чтобы люди, понесшие ущерб, смогли жить в комфортных условиях. Погорельцы выражали огромную благодарность главе республики и руководителю фонда Аймане Несиевне за предоставленную помощь. So vai hudi do te melel huma yoguri chura chai samagati vai pacha vai test liter dat وين صوغتي دسم قتي سين نشت مصلحتين ديريس خلق ويرم زعنينا وقت سنتدي شورتال مكش الله يفتن إسان كنتي إيش ما бойлхвен дал буква В семье Чукаевых проживает 8 человек. На момент возгорания находились в двухкомнатной квартире на 8-м этаже. После объявления пожара, благодаря сотрудникам спасательной службы, благополучно выбрались из здания. На момент восстановления семейству предоставили 4-комнатную квартиру, расположенную в том же районе, чтобы детям было легче добраться до образовательных учреждений. أختوني اللي تخاء يغلول خوشتي يلا ألج بيتخينا داتر تا إشتوع ديسنير تخو اسمه إتاج داتر تخو يغ بجارنكش دق تعير تخو تشوح بجارنكش بيحكان دق سيخ آرا ديخر تخو ديل غيتم سان دينا هما تسخله وكشمش آرا ديخر تخون غو دينا تخون خزنيخ سن دي كوارتيرا يلا تشو داختو بيوسن يوكشون تمالشون غو دينا الله رئيس خليل رمضان كدير بنا رئيس خليل والله مصو همنا مصانا غداش دو تاق أميل دات مصو همنا سالخنا تيال جدينا يوغش لاتش حاوي رمضان صباح كتنبر يوغش لاتش عالم يلا تو ازدينا دين دا غدينا تو غدايتن رمضان سالي تو داتش قدول قوي مصو الحمد لله. После завершения восстановительных работ жильцы получат квартиры, которые будут лучше, чем прежние, со всеми необходимыми условиями для комфортного проживания. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Рамзан Кадыров проинспектировал ключевые строительные площадки Грозного. Объезд начался с Конгресс-холла. Это 43 тысячи квадратных метров пространства и 2 огромных зала, способных вместить более 5000 человек. Также оценил темпы возведения второй линии жилых домов в Новом Путинском районе и проконтролировал реконструкцию Грозненского аэропорта. Глава подчеркнул, главный критерий не скорость работ, а их итоговое качество. Репортаж Турпала Тайсумова. Конгресс-холл – это одна из ключевых строительных площадок, возводящихся в Грозном. Она располагается на территории нового правительственного комплекса. Сейчас идет внутренняя отделка. Рамзан Кадыров вновь проверил ход реализации этого архитектурного шедевра. Внутри него будут проходить крупные социально-экономические форумы всемирного масштаба. Общая площадь объекта – 43 тысячи квадратных метров. Вместимость составит более 5000 человек. Очень просторные конференц-залы, место для инвест-площадок и многое другое. Это чудо инженерной мысли, предназначенное для развития бизнеса и экономики. Конгресс-холл. Юр 43 тысяч квадратов, формала стя. Болдина бюсан дагуш кудан момент чуаха это бешмуш. Шей коммуникации чуа датисан белуш. Вентиляция, кондиционирование, отопление шейги. Инза полтоллар фасада полный ялар эчки рамел меткат. Циктела туешил, ши фасад элати чана стеклянный фасад. Шейк чакалон. Чуаха ишт лек потолки, что уж одновременно более 5000 человек посадочно метигулши. Так на мировом уровне мероприятия
ملوك президент Шабекчи, мелюк бойкифа, шария, любое мероприятие, ёкши залёрши, der Buch Achitinos Rokshi, da Böchmon, da Ца, Chance Letzanamans Problem, Shumadat, Beloshi Problem, Technici Problem, Achchan Rusha Carbonizadol, da Buch, da Böchmon. Второй этаж, это чуть-чуть хаше уже кайпиен, что я был доволен, это церковь, а вот шанген доволен, скажем, да, он висит, просто ёкзал, просто халхаш, гордон царь, леса, шоршец, да, хекина, инц, троды, дешец, шагипса кордон, шишбол, да, туш, цут это лошадало, дечкши, шей фасад шец, шада, это ворю, побелочный, был шаболо. О, ёксор уже, не, царь. هر خدنا متكوهم زمان وشو على جات هر شيء زالنز اون در خدنا متكو زال اليوم متكو زال سيجيش تلو شوايز سو 43 квадратов много этажный 20 этажный дом да халаш цена 15 квадрат он 43 квадратов он то юксалу يقع رزقنا هنا عشاتر تجوش ده إيش حياة نون شهيان وايد كانوا دوكل ماتريال больше 50% حكا شو يسنا حيوح شو ده حقوقنا حلور بول ده بولوش ده بولينا ده حيتول إذا بيلوش ده بولوش إيش ده بولتو سيرتلو جو سيرويات عندها تون وميلادون سورتون هيدون ديتوي ده تون كاتشتون غلطة ده يخسر جينيو ده تون Jag kan med det som jag då står då när guldur på med det gör det så. Och man läser det alltid med det träschen det så då. Och en restas så bort det då är det så. Catch så blir det ju det så. Det قطوي موسكو رنسرس мероприятий يشبل زال شو мероприятий цер ечена цер допустительно ошиб шат ушат ахин современный требования шат масул Путин вече так фосо ушабала бенцан мичаху ушел хажа ошсол снимать я тебе шадеге масу условий ушаприлеч беша церци иште шутой инспирации президент страны ел поручение бахцер даже и Конгресс лучше тех ел Уэдл уже ел следующий кифан пичерупа. Еще одним местом инспекции главы Чеченской Республики стал новый район имени Владимира Путина. Руководители региона ознакомились с ходом строительства одной из линий, на которой расположатся объекты жилой, социальной и религиозной инфраструктуры. Строительство каждого объекта утверждается и корректируется после одобрения со стороны политика. Рамзан Кадыров держит на личном контроле весь процесс от котлована до сдачи в эксплуатацию. На второй линии 28 домов, а также 2 мечети. Новый район, второй этап ومجرد كل وارجو شن مجد سيدنا كبير بوشبوز وقعد وقت وسم دومدو درولينا اتداحا فساد شدايول نتر قد سيستمات ات فساد شنبول اخر شو تكليت الشات موجوش وشاد اتو почти было что я фасад даю швейцар долго справа долго масштатенс кайол шушуже фасад Вот имел срок седал, мол, президент страны день рождения 7 октября, кичеру. Туннели? Хар мост образован. Хар мосту машин шаху келху даурю, гаш бюлбел хабош бат, эт мәжгер, хок мәжгер нах бюллош эт юқаха, мосту гаш иштала бюлло эт халбер букош. Диавол метроли? Ол диавол букош. Шин мәждеги соединение хулиз, машин специально вая бухола оторю, мост эт ол динакой. Мела интересно, ларит, а бухоли чула цаул, а бухолу дам лорну, мост нахан цаул бюлбел, мокшалина дики ордусту пенктол халва вешел. А дайвольный вольнейшн? Вольный наш финсар, ока каскад хрю, опорный каскад хрю, это опорный шей. Так и между где хабо даболи на цун фасад подсистем, почти дату было что вахенс на завершение будет, я цун мраморный фасад, из-за дайвольный. Одной из визитных карточек на второй линии района станет жилой комплекс «Авангард». Это современные многоквартирные дома, стилизованные под национальную архитектуру. Об этом коллеге нашей телерадиокомпании рассказал помощник главы Чеченской Республики по строительству и архитектуре Дени Мадаев. В данном этапе у нас, получается, есть ЖК «Авангард», где мы сейчас находимся.
2 дома мы уже монолитные работы мы закончили. Получается, мы уже начали фасадные отделочные работы. И у нас уже подготовка идет к установкам окон, коммуникации прокладываем. Получается, у нас уже монтаж идет деталей именно по фасаду. Также у нас здесь же находится ТРК, который также называется «Авангард». Он тоже будет находиться в новом районе Путина. Будет доступен также для жильцов нового района Путина, также для всех горожан нашего города. Там мы создаем все условия, мы создаем, получается, детские площадки, мы создаем там спортивные площадки, строится большая детская, получается, комната игровая, где можно будет привести детей, отдать. Мы как бы все свои, получается, фасады, интерьеры мы привязывали именно к общему фону и использовали где-то вот современную классику в сочетании с нашими традиционными чеченскими, получается, какими-то элементами соединили. И, мне кажется, в итоге, в окончании это будет очень все красиво, потому что, в общем, сам район Путина получается очень красивый. Я считаю, что здесь все очень продумано, грамотно, что все, что здесь делается, это делается основательно, видя это качество, видя наше отношение к нашей работе. Я считаю, это один из таких больших приоритетов и плюсов нашей компании. Новый аэропорт также идет к своему заветному открытию. На данном этапе завершается строительство взлетно-посадочной полосы. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Адам Делимханов. 200 метров. Да, еще полоса, в принципе, я люблю. Я заходил в терминал. Из-за этого я был бешен. В целом, мой малый, а я же поручение цены на 23-й, да, полоса. Я говорю, пока в терминал. Он экспедиция высокие, и все то, что нужно доделать, все прошли. Получили положительное заключение полностью. Экспертиз амалар, а я поручение цены, может, дадишь, что он дает контрольный полностью экспертиз, я юг перепривещирую, юн я, я дик чакта, он может быть анисина. Да, полоса самый важный у меня. Главное здание будущего аэропорта – это его огромный терминал. Он запланирован к открытию в следующем году. Все согласно графику. Рамзан Кадыров пожелал успехов и скорейшего завершения. Терминал практически чурхала дуэлла хелбо практически табелла, но та позиция юхенз хелна гисен и резвани гаю хоша веру бош штадош то веру эл тешла мола. Хара юшер вай по графику аят поручение цани аэропорт в целом аели шуэта хошер полоса юлше киол объектчи вай хайилна хаста. Да терминал в 2027 году дал мола вай кедошер хайил ечем беш духой. Какие проблемы есть, да, Алмулайн? Резван. Дикзел апелло. Иго эшкшуэн юкшу. Уэт юкшу белмуна. Дика ан. Табул бел. Волха бу хитс бит. Табул табул бел еще. Шкела бац. Уэ хаймара хакамаби. Уэ трича хуил дац. Уэ кодисти дидо дац. Лакан буча. Уэ навоси ду табу бит. Трича уэ. Дитила дац. Чаплафа бу. I'm busy now. How do you look at something? Да, это было, качество, и мелахенц, чех бешено, лаба била вечерно, чех барсон, качество бизнес, а то не або халба вырос, вещи было, качество земля. Выше уровень трудно значит, замалар дештек домодез качество надез да мула или поручение свой бог целый по аэропорту табьючбу единственный и конструктивной части эчкс был резван он доклад майера чай чак бахор бубахо и основной инфокона без был бог да бекбол бел шадеги практически по графику ушти шаги заказы еще лума заказчинью мосом яцю мосом нормально то шадег да
Столица субъекта развивается с каждой стороны. Новое жилье, объекты спорта, здравоохранения, образования, религии и других направлений появляются все больше и больше. И неважно, какая на улице погода. Как показывает время, новые открытия происходят регулярно. Капсула, которая была заложена вчера, завтра превращается в красивое и полезное учреждение или жилое здание, благодаря грамотной политике власти в гармоничном согласии с народом. Тур, Лолита Исумов, Шамсудин Джабраилов и Магомед Тутаков при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В Ростовской области благотворительная организация «Народный фронт. Все для победы» совместно с Министерством промышленности и торговли России передали технику и автомобили повышенной проходимости подразделениям, выполняющим задачи в зоне СВО. Среди них спецназ «Ахмат», Минобороны и Российский университет спецназа. Акция прошла в рамках мероприятия к 81-й годовщине Великой Победы. В церемонии приняли участие представители фонда, Минпромторга и руководства университета. Об этом в своих социальных сетях поделился Рамзан Кадыров. Глава подчеркнул важность поддержки бойцов на передовой и поблагодарил всех, кто участвует в оказании помощи. В правительстве состоялось совещание под председательством Магомеда Даудова. Главной темой обсуждения стала реализация плана мероприятий в рамках объявленного в республике Года горных районов, развития малого и среднего предпринимательства. Участники встречи отметили, что в Высокогорье активно ведется строительство и капитальный ремонт социальных объектов, модернизируется дорожная и коммунальная инфраструктура, реализуются инвестпроекты в сферах туризма, сельского хозяйства и энергетики. Также продолжается системная работа по поддержке бизнеса и созданию благоприятных условий для его развития. В завершении председатель правительства дал ряд ответственным ведомствам ряд поручений для повышения эффективности работы. Уважаемые коллеги, развитие горных районов, малого и среднего предпринимательства – это приоритетный на 2026 год, приоритет определенный указом главы Чеченской Республики. Все запланированные в рамках плана мероприятий развития горных районов, малого и среднего предпринимательства показатели должны быть достигнуты в полном объеме и в установленные сроки. 35 лет в прямом эфире. Информационная программа «Вести» отмечает юбилей. 13 мая 1991 года вышел в эфир первый выпуск, давший старт вещанию телеканала «Россия». Неотъемлемой частью этой огромной телевизионной семьи ГТРК «Войнах». В ходе праздничной видеоконференции генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев особо выделил работу нашего телеканала и отметил героизм его сотрудников. Сегодня в чеченских вестях трудятся люди, для которых новости неотделимы от жизни, а жизнь от новостей. В фокусе наших камер всегда только самые важные события, точные, объективные и выверенные. О рецепте идеального репортажа по-вестевски Рабят Гайтиева. 35 лет – это тысячи часов прямого эфира, сотни репортажей и кадр, ставший частью истории. Это десятки поколений журналистов и миллионы зрителей, для которых «Вести» стали главным источником информации. У программы свой путь, свои герои и особая дата, отмеченная в календаре красным цветом. Эту заставку «Вестей» начала 90-х узнают с первых секунд даже те, кто видел ее еще в детстве. Первый 10-минутный выпуск «Вестей» вышел в эфир 13 мая 1991 года. Сегодня же в московской студии собрались те, чьи голоса и лица знакомы всей стране. В юбилей на связь с федеральным центром одновременно вышли все региональные подразделения и зарубежные корпункты. Поздравительный адрес от Владимира Владимировича Путина передал первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Алексей Громов. Коллективу Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Дорогие друзья, поздравляю вас с 35-летием начала вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. За прошедшие годы ВГТРК объединила вокруг востребованных временем задач сплоченную команду талантливых журналистов, репортеров, переводчиков, специалистов в области инфокоммуникационных технологий. И по праву считается одним из крупнейших российских и глобальных медиахолдингов. Нынешний коллектив компании с честью продолжает профессиональные традиции своих предшественников, настоящих мэтров журналистского дела, воплощает в жизнь содержательные, аналитические, творческие, просветительские, социальные проекты, посвященные важнейшим вопросам национальной повестки, развитию наших регионов, наиболее значимым общественным событиям. Особо отмечу, что сегодня в центре вашего
внимание боевая работа наших героев, участников специальной военной операции восстановления мирной жизни в Донбассе и Новороссии. Убежден, что высочайшая компетентность и ответственность перед многомиллионной аудиторией позволят вам и впредь успешно трудиться, достигать поставленных задач. Президент России Владимир Путин. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев – тот, кто стоял у истоков создания информационной программы. В своей речи глава медиахолдинга поблагодарил за безупречную работу всю семью «Вестей», в состав которой входит 84 филиала, а вещание ведется на 53 языках народов России в 11-часовых поясах. ВГТРК – уникальная компания, и сильна она регионами тем, что наши выпуски, наши программы выходят по всей стране, с самого востока и до Калининграда. И у нас, как и 5 лет назад, возможность сегодня поблагодарить всех наших коллег. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Спасибо за чувство локтя, спасибо за то, что мы всегда ощущаем вашу поддержку. И спасибо за блестящие репортажи, блестящие материалы, которые выходят в наших эфирах. Особые слова признательности Добродеев высказал ГТРК «Войнах», одному из первых региональных филиалов компании. Журналистам, которые, несмотря на тягость тех лет, продолжали выходить в эфир, проявляя мужество и профессионализм. Один из первых наших филиалов, который не просто появлялся, где работают одни из наиболее героических наших сотрудников. Это Чеченская Республика, Грозный, Рузана Веселаева. Она сейчас была, я видел ее. Рузана, с праздником вас! Спасибо, уважаемый Олег Борисович. Здравствуйте. Поздравляю всех коллег с праздником. Для нашей республики бесценна ваша поддержка, Олег Борисович, которую вы оказывали даже в самые сложные для республики годы. Мы очень гордимся тем, что являемся частью большой семьи ВГТРК. Поздравляем всех коллег с праздником. Удачи. Спасибо. Рузана, от всех нас огромный привет Чеченской Республике. Огромное спасибо всем коллегам. Больших вам успехов, Рузана. Спасибо. Ура. Региональные вести создаются по единым федеральным стандартам, но у каждого филиала свой характер и своя судьба. Судьба чеченского телевидения началась в один из самых сложных периодов для региона. В начале 2000-х наши журналисты рисковали своей жизнью ради правды и свободы слова. Огромную роль в поддержке региональных СМИ сыграл первый президент республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Я надеюсь, вторую годовщину мы будем справлять по-другому. Это у вас, я надеюсь, будет отдельное здание, отдельное помещение, чтобы вы могли более, расширенно работать. И для этого будут условия, которые мы будем стараться создавать. С самого начала «Вести» Чеченская Республика остаются в центре главных событий региона. Вместе с телеканалом зрители наблюдали за восстановлением республики и масштабными преобразованиями. В Чеченской Республике на высоком уровне выполняют свои функциональные обязанности филиал ВГТРК «Войнах» под руководством Рузаны Веселаевой. Хочу поздравить весь коллектив телерадиокомпании «Войнах», которые эффективно, качественно адаптируют вот эти вот федеральные стандарты под специфику региона в Чеченской Республике. Здесь вещает программа «Вести» Чеченской Республики, которая выходит и на «Россия-1». И вообще информационная программа «Вести» – это такая система, которая выстроила, объединила региональные филиалы «Вестей». Благодаря этому проекту сегодня республиканские региональные новости, они выходят на федеральный уровень. То есть тут такой вот проект, который отвечает интересам, вызовам, которые стоят перед обществом сегодня. Оперативно, объективно освещают все новости социально-политической жизни, общественной, культурной жизни, как и республики, так и всей страны. Мы берем пример с ВГТРК, мы берем пример с этих специалистов. Мы им желаем, чтобы они достигли всех поставленных задач, чтобы им приходилось освещать только позитивные новости, как и в стране, так и за пределами. Пожелать им большого счастья, мира, стабильности, творческих успехов, ну и всем нам скорейшей победы над сатанизмом.
Вещание ведется на 2 государственных языках – чеченском и русском. Сюжетами мы делимся со всеми телеканалами, входящими в структуру ВГТРК. И, конечно, с главным каналом «Россия-1». И все это результат сплоченной работы большой команды телекомпании, которая ежедневно трудится ради качественного и оперативного вещания со всех точек страны и мира. Вести являются лицом любой телерадиокомпании. Вот уже на протяжении 35 лет эта программа остается надежным источником информации. Наши съемочные группы ежедневно освещают самые разные направления. Это совещание первых лиц, ведут репортажи с городских улиц, выезжают в отдаленные села. И в эпоху современных технологий очень важно быть оперативными, быстро реагировать и доносить до зрителей сложную информацию простым языком. Я желаю нашим всем коллегам, чтобы трудностей на нашем пути было меньше, чтобы мы делились с нашими дорогими зрителями только добрыми вестями. В прошлом году наша телекомпания получила большой подарок. Вести начали выходить из новой инновационной графической студии. Первой среди филиалов ВГТРК и телевидения Северно-Кавказского федерального округа. Открытие прошло при участии почетных гостей. Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. За годы работы коллектив «Войнах» ни разу достаивался высоких наград и профессионального признания. Однако главная гордость компании – это люди. Те, кто стоял у истоков, и молодые специалисты, продолжающие лучшие традиции профессии. Сегодняшняя команда «Вести» – это ребята энергичные, эрудированные, которые всегда знают, как подать материал, всегда находятся в таких вот пространствах, где должна быть оперативность, и поэтому они с этим очень сильно справляются. И никаких, не то что нареканий, мы только благодарны за то, что такие ребята у нас появились. Я рад, что у нас сформировался коллектив, который может проявлять себя не только на региональном уровне, но и на федеральном. «Вести» стали настоящей школой журналистики. Многие, кто начинали свой путь в стенах ГТРК «Войнах», сегодня успешно реализовали себя в самых разных сферах. Пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов в начале 2000-х стал одним из первых ведущих «Вестей». И сегодня вспоминает это время с теплотой, несмотря на суровость тех лет. В районы республики стабильно группа выезжала с охранником вооруженным. Было тогда много случаев, когда и террористы нападали на автомобили. Были случаи, когда съемочная группа умудрялась как-то проехать мимо боевиков. Эти сложности были у всех в республике, у всех, и у простых жителей. Все с этим сталкивались. И, наверное, вот эти все трудности они сплотили, поэтому та команда, те журналисты, которые тогда работали в начале 2000-х, они до сих пор поддерживают связи, мы до сих пор помним друг друга. Мы сейчас, может быть, находимся не в одном месте, нас раскидало по всяким службам, органам и так далее, но мы друг друга помним, созваниваемся, общаемся. Может быть, не так часто, как хотелось бы, и как это было бы возможным, но в то же время вспоминаем эти сложные, но добрые по-настоящему времена, когда все друг к другу относились очень тепло. Сейчас историю компании продолжают молодые журналисты. Ведущий корреспондент редакции «Вестей» Рамзан Абуев стал негласным лицом в «Войнах». В этом году он отметил свой первый юбилей – 5 лет в стенах телерадиокомпании. Прежде чем выйти в кадр, я погружаюсь в материалы корреспондентов, изучаю бэкграунд темы и пишу подводки к сюжетам. Мой негласный ориентир – не более 30 секунд текста для подводки. За это время нужно успеть заинтриговать зрителя. Это искусство, которое я продолжаю осваивать. Значение имеет все – дыхание, мимика, интонация. В любую секунду эфир может пойти не по-верстке, буквально подведет суфлер. И в этот момент важно оставаться спокойным, поскольку прямой эфир не дает второго шанса. Это работа, в которой учишься быть собранным до автоматизма и при этом оставаться человечным, несмотря ни на что. А на сегодняшний день «Вести» для вас делают яркие, харизматичные и самые оперативные корреспонденты информационной редакции. 35 лет – это история, написанная поколениями журналистов. Однако это лишь начало. Впереди еще больше важных эфиров, ярких репортажей и новых достижений. А сколько еще молодых журналистов возьмут в руки этот микрофон и расскажут о самых важных событиях Чеченской Республики. Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, «Вести. Чеченская Республика». Стартовал второй этап всероссийской акции Роспотребнадзора «Диктант здоровья». В этом году 4 ключевые темы – правильное питание, физическая активность, безопасность продуктов и грамотный подход к тренировкам. Акция проходит в рамках проекта «Санпросвет», а задания специально адаптированы для разных возрастов. Как с тестами справились школьники – в репортаже Лейлы Муртазовой. Диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Вариант А.
Второй модуль диктанта «Движение. Жизнь. Питаемся правильно» посвящен физической активности и правильному питанию. Он стартовал в многопрофильном центре образования. Школьники решили тест в рамках всероссийской акции «Диктант здоровья». Диктант здоровья объединил две актуальные темы. Это «Движение. Жизнь» и «Питаемся правильно». Программа включает в себя следующие ключевые вопросы, такие как здоровое питание, физическая активность, безопасность продуктов, безопасность тренировок и профилактику травм. Ученикам 5 классов раздали бланки с вариантами ответа. Они слушали внимательно вопросы и отмечали правильные. По их мнению, представители Роспотребнадзора Чеченской Республики пообщались с детьми и рассказали им о заботе здоровья с раннего возраста. Вопросы разрабатывали специалисты Роспотребнадзора и устроили все так, чтобы школьникам было все понятно. Они о простых вещах, о еде, физкультуре, о сне и отдыхе. Главное – привить ребенку правильные привычки. Ребята были сосредоточены и предельно внимательны. Ученица Алиса с интересом слушала каждый вопрос и старалась не ошибиться с ответом. Мы узнали о том, как правильно питаться, о том, как правильно проводить утреннюю разминку и многое другое. Буду придерживаться правильному образу жизни. Данное мероприятие ежегодно проводится в образовательных учреждениях. В завершении дети смогли получить сертификат об участии с набранными баллами. Пройти тест могут и все желающие. Он открыт на портале sanshit.ru в разделе проекта «Санпросвет». Лейла Муртазова, Шамсудин Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.